Привет, любимая республика! В короткую трудовую неделю на работу хочется ходить как на праздник. Сделать этот четверг радостнее поможет студия 11. И вот какой будет первая часть этого выпуска. Зажигалка танкового наркома. Рассказываем об экспонате Национального музея. Не шуми. Какие поправки планируют внести в закон о тишине? Свободная пирамида. Объясняем правила игры в бильярд. В преддверии Дня Победы мы рассказываем историю о героях Великой Отечественной войны. Уроженец Усть-Сысольска Вячеслав Малышев организовал серийное производство танков и самоходных орудий. В Национальном музее Коми хранится зажигалка, которую Вячеславу Малышеву подарили в 1944 году. Об этом экспонате наш сюжет. Перед нами зажигалка с памятной надписью «Малышеву. 14 июля 1944 года от кировцев». Этот предмет Национальному музею Коми передала дочь первого танкового наркома Советского Союза Вячеслава Малышева, уроженца Усть-Сысольска. Изготовили зажигалку рабочие Кировского завода, который из Ленинграда эвакуировали в Челябинск. В годы Великой Отечественной войны наш земляк организовал серийное производство танков и самоходных орудий, эвакуировал на Урал не только заводы города на Неве, но и Сталинграда, Харькова, Москвы. Челябинск даже получил второе имя – Танкоград. В августе 1944-го генерал-лейтенанту Вячеславу Малышеву присвоили звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В 1957 году урна с прахом Вячеслава Малышева была захоронена в Кремлевской стене на Красной площади. Его именем названы улицы в Москве, Челябинске, Великих Луках, Копейске, Сыктывкаре и Коломне. Школа номер 25 в столице Коми тоже носит имя танкового наркома. В Эжвинском районе Сыктывкара завершился форум «Даже в малом быть профессионалом». На разных площадках обсуждались вопросы патриотического воспитания. Подробнее о форуме узнал мой коллега Северин Арпа. Форум открылся гимном России. Затем с приветственными речами выступили почетные гости. Прежде всего, конечно, хочу поблагодарить вас, наставники, воспитатели, педагоги, всех тех, кто занимается очень важным для общества делом. Я хочу поблагодарить вас за подвижнический труд, за то добро, тепло, навыки, которые вы вкладываете в ребят. После выступления гостей курсанты военно-патриотического клуба «Веркань» показали свое умение владения оружием и работы в группе, а также продемонстрировали искусство фланкировки с холодным оружием. После официальной части все курсанты группами отправились на тематические площадки, где могли испытать себя в стрельбе в интерактивном тире, ознакомиться с оружием времен Второй мировой, подержать в руках настоящую казачью шашку и даже попробовать управлять танком. Правда, в миниатюре. Скажи, как ты попал в клуб «Веркань»? Я потому что учусь на военной тренировке. Тебе нравится заниматься? Да. А что больше всего нравится тебе? Больше нравится по-пластунски. По-пластунски ползать? Да. Старшие наставники дали свою оценку состоявшемуся форуму. Всегда собираться большими группами военно-патриотических объединений очень важно. Мы делимся опытом, взаимодействуем между собой, делимся какими-то наработками в рамках патриотического воспитания. И именно в обмене, именно в общении и ценность данных мероприятий. Мне интересно заниматься с детьми и вот, как сказать, вложить в них то, что они должны с детства уже знать, что он гражданин такой красивой, мощной, необъятной страны. Родился проект, что нужно сегодня не только, чтобы молодежь занималась, но и создавал какие-то патриотические проекты. И все же главное, по мнению Максима Туманова, заместителя руководителя военно-патриотического клуба «Веркань», это то, что благодаря такой совместной работе вырастают настоящие защитники, которые могут стать примером для других сверстников. Ребята, которые закончили наши курсы в полном объеме, те рекламации, которые идут из армии, они практически сразу выходят на уровень старших сержантов. По итогам форума будет сформировано обращение с конкретными предложениями к представителям власти, общественным организациям и к тем, кого волнуют вопросы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Вечером и выходные каждый из нас мечтает отдохнуть после работы. Но у соседей бывают совсем другие планы. Например, сделать ремонт. И когда они включают перфоратор, вы не знаете, куда бежать из квартиры. Чтобы подобных проблем не возникало, в Коми планируют внести изменения в закон о тишине. Какие поправки предлагаются в нашем следующем интервью? Ольга Михайловна, расскажите для начала, почему же решили принять изменения в закон? Необходимость внесения изменений в данный закон обусловлена достаточно большим количеством обращений граждан, которые жалуются на соседей, которые проводят шумные ремонтные работы в выходные и праздничные дни. Такие обращения поступают как в адрес службы, так и непосредственно в адрес главы республики. И вот по результатам рассмотрения одного из таких обращений главой Республики Коми Владимиром Викторовичем Уйба было дано поручение проработать вопрос внесения изменений в действующий закон о тишине. По результатам проработки и родился вот данный законопроект. Цель законопроекта – обеспечить право граждан на отдых в выходные и праздничные дни. Чтобы было понятно, давайте напомним, какие нормы действуют сейчас и какие изменения предлагаются. Действующая редакция законопроекта запрещает шуметь в ночное время с 22 часов до 7 часов утра и днем с 13 до 15 часов. Причем не делается разграничений на будние, праздничные, выходные дни. Мы же предлагаем запретить проведение шумных ремонтных работ в воскресенье, в праздничные дни и в субботу до 9 часов утра и после 19 часов вечера. А когда все-таки людям проводить ремонт? Ну, во-первых, данный законопроект не касается новых домов. То есть, если дом введен в эксплуатацию, в течение 2 лет с момента введения в эксплуатацию жителям предоставляется право делать ремонтные работы в то время, которые предусмотрены действующей редакцией данного закона. Ремонтные работы можно проводить в будни и в субботу. И, кроме того, данный законопроект касается только проведения шумных ремонтных работ. Поклейка обоев, покраска. Это все можно делать в любое время. И как же реагируют граждане на возможные изменения? Отзывы, возможно, получали какие-то от людей? Данный законопроект вызвал достаточно большой общественный резонанс. Люди очень активно обсуждают данный законопроект, потому что очень многие ждали этот законопроект. Причем обсуждают как в соцсетях, так и на различных интернет-площадках и на интернет-портале для публичного обсуждения нормативно-правовых актов и их проектов. И здесь бы я хотела отметить, что, обсуждая законопроект, люди предлагают свои какие-то изменения дополнительные. И вполне возможно, что если данный законопроект будет принят, то он может быть принят совершенно в иной редакции, которую мы предложили. И как же можно его поддержать? А также интересует, наверное, многих, что будет, если люди проигнорируют или не поддержат данную инициативу. Если люди не поддержат данную инициативу, то законопроект принят не будет. Поэтому я бы хотела обратиться ко всем жителям республики. Если они хотят, чтобы в нашей республике этот закон был принят, закон, который предоставляет гражданам право на отдых в выходные и будние дни, необходимо высказать активную позицию в поддержку данного законопроекта. И данную активную позицию необходимо выразить на интернет-портале для общественного обсуждения нормативно-правовых актов. Это у нас портал право.ркоми.ру. Спасибо большое вам за информацию. Дорогие телезрители, обязательно заходите на данный портал и оставляйте свое мнение, положительное или отрицательное, какое считаете нужным. Главное, не игнорируйте. Спасибо. Спасибо вам. Если не знаете, как провести вечер, наш совет – отправляйтесь в ближайший бильярдный клуб. Несколько партий в компании интересных людей точно доставят вам удовольствие. Ну а если в бильярдном деле вы новичок, советуем сыграть в свободную пирамиду. Игра начинается с разбоя. У разбоя тоже есть определенные правила. Новички обычно стараются разбивать с точки, что в пуле, что в русском. Профессионалы в русском бильярде отступают от точки на 2 диаметра шара. 1, 2 и радиус. Да? И наша задача попасть в половину последнего шара, именно в последний шар.
Разбиваем достаточно сильно. Черный шар у нас стремится в угол. Два шара касаются борта, точнее один шар, а второй шар делает борт и перекат. В принципе, мы можем играть любым шариком по любому шарику. Соответственно, дальше у нас на игре стоит шар непосредственно в угол, черный шар. То есть красный шар мы можем забивать, то есть мы его называем красным. Вот. Мы его сыгрываем, соответственно, на игре оставляем другой шар. Его тоже сыгрываем. Дальше либо у нас получается выход, либо идет отыгрыш. Правило отыгрыша, то есть правило в принципе любого нештрафного удара. Мы должны нанести удар, допустим, мы наносим удар по этому шарику, и любой из шаров должен сделать два борта. Раз борт, два борта. Если это будет позволено, соответственно, я сейчас у этого шара сделаю два борта, и у этого постараюсь сделать два борта. Вот, здесь два борта есть, здесь два борта есть. Соответственно, это не штрафной удар. Если удар будет примерно вот таким, то это будет штраф. То есть он сделал борт, но не сделал перекат. При штрафе соперник может снять любой шар. Допустим, вот этот шар бьется, он снимает этот шар и отдает, опять же, мне удар. Потому что нету, допустим, другого хода. Либо он снимает какой-нибудь шар, который ему мешает. Ну, я не знаю, какой тут можно снять. Вот этот, допустим. Человек хочет 13-й забить. И наносит удар. Соперник складывает на полку. Разбивающий, тот, кто вел разбой, складывает их на верхнюю полку. Человек, который бьет следующим, складывает на нижнюю полку. Соответственно, игра ведется до 8 шаров. Как только набралось 8 шаров на одной из полок, то объявляется победитель партии. И если люди играют до 2 партий, или до 2 побед или до 3 побед, соответственно, играется либо может играться 5 партий, либо 7 партий. Следующий разбивает уже соперник, который непосредственно помещал шары на нижнюю полку. Они полками меняются. Игра ведется до 8 шаров. Первый, набравший 8 шаров, заканчивает игру, и начинается новая партия. Следующий разбой ведет противник уже. То есть первый разбой ведет один человек, второй разбой ведет другой человек. И так по очереди, в зависимости, сколько игр ведется. У нас на турнире в новичках играют как раз свободную пирамиду, и у нас на турнирах играют частенько до 2 побед. Это, соответственно, 3 разбоя. Первая часть нашей программы пролетела, как всегда, незаметно. Мы отправляемся на небольшой перерыв, а вам советуем не переключаться. Впереди еще больше интересного. В эфире «Студия 11», и вот что вы увидите во второй части этого выпуска. Трогают за душу. Читаем стихи о войне на территории литературного музея Ивана Куратова. Тяжелая история. О жизни семьи в блокадном Ленинграде расскажет фильм «Африка» Дарьи Беневской. Внушительные размеры. В Национальной галерее Республики Коми хранится метровый бюст Леонида Брежнева. 9 мая в Сыктывкаре на территории литературного музея Ивана Куратова можно прочитать стихи о Великой Отечественной войне. Выбрать поэтическое произведение, которое оставило след в вашем сердце, и выучить наизусть. Начало в 15:00. Друзья, кроме того, акция включает в себя посещение музейных экспозиций. Одна из них рассказывает о писателях и поэтах, фронтовиках нашей республики. Подробнее моя коллега Елена Красильникова. На войну отправились 28 писателей нашей республики. Половина из них не вернулась с полей сражений. Все они были молоды, у большинства еще не успели издать первые книги. Литературный музей Ивана Куратова хранит фотографии, письма, дневники и личные вещи фронтовиков. Шинель Геннадия Федорова, карту Берлина и полевой планшет Павла Доронина, гитару Анания Размыслова. Он погиб в 43-м. Вот рукопись последнего стихотворения, которое было адресовано брату. С запада, из дальней стороны, шлю большой привет тебе, братишка. Этим летом ты меня не жди, но не надо убиваться слишком. В годы войны поэзия стала ведущим жанром. В перерывах между боями создавали свои произведения Иван Вавилин и Серафим Попов. Здесь у нас также представлена интересная фотография Серафима Алексеевича Попова. Это фотография 1941 года. Чем интересна эта фотография? Дело в том, что на обороте
есть надпись, обращение. Еду на фронт, вернусь ли я? Судьба. Никогда, никогда не буду рабом. Смерть на смерть. В День Победы литературный музей приглашает сыктывкарцев на акцию «Стихи о войне». Экскурсовод Владимир Шучалин выбрал для чтения вслух поэтический рассказ о нашем земляке Василии Кислякове, первом герое Советского Союза на Северном флоте. Летом 1941 года уроженец Усть-Цилимского района в одиночку отбил атаку фашистов, уничтожив более сотни врагов. Эти строки написал военный корреспондент, моряк Александр Ойслендер. Один против 100 автоматов, и, крикнув решительно «Взвод!», и дрогнула даль от раскатов. «За мною! В атаку! Вперед!» И смело пошел бы на гибель. 1 против 100 Кисляков, когда бы фашисты могли бы стоять против русских штыков. Еще не успела согнуться сведенная кверху рука, бросая шинели и бутсы, враг бросился вспять от штыка. Вот так мы узнали героя, безвестного прежде бойца, чьи доблесть и выдержка втрое сильней оказались свинца. Художественное чтение стихотворения, эмоциональное слово, посещение музея позволит участникам акции прочувствовать значимость праздника и понять, какой ценой досталась победа. 1943 год. На окраине блокадного Ленинграда в опустевшей деревне остаются 3 детей и их мать, которая слишком слаба для походов в лес в поисках еды. Так начинается фильм «Африка» режиссера Дарьи Беневской. Увидеть его сыктывкарцы и гости столицы могли в рамках кинофестиваля «Arctic Open». С автором картины пообщалась Алена Туркина. Фильм «Африка», он есть в свободном доступе, и посмотреть его может любой желающий. Но все-таки вы, как режиссер, расскажите нам побольше о своем детище. Прежде всего, этот фильм о выборе, который делает ребенок, первый осознанный выбор, который заставляет его взрослеть. Это военная мелодрама, детское семейное кино о дружбе собаки и мальчика. Мне было важно показать, что 2 героя, 2 брата, о которых там идет речь, которые 2 главные героя, старший и младший брат, они оба правы на 100%. То есть один брат старший, он спасает свою семью и делает абсолютно правильно и верно, потому что он остался единственным кормильцем. Но при этом младший брат поступает более человечно. У многих есть мнение, что создание кино – это процесс дорогостоящий. И я думаю, кто как не вы нам сейчас расскажете, из чего слагался этот бюджет, откуда берутся деньги, и все-таки дорого ли это создавать свою киноленту? Конечно же, дорого. Любое полнометражное кино, тем более военное, историческая драма, съемки с животными и с детьми, они занимают гораздо большее количество времени, нежели чем съемки просто со взрослыми. Сначала у меня вышла история, что я выиграла 3 питчинга. Питчинги, где молодые кинематографисты могут представить свой проект, и им, если они выиграют этот проект, да, если жюри понравится эта история, то им выдаются деньги. На меня обратил внимание продюсер, и мы уже вместе с ней подались на Институт развития интернета. Это такой большой фонд, институт, фонд, он дает уже такие дотации, да, которые, в принципе, покрыли расходы. Почему вам, как автору, режиссеру, сценаристу проекта, важно участвовать в таких кинофестивалях? Помимо статуса, да, и фильма, и наград, потому что сразу о нем узнают, а о человеке узнают, это еще, о режиссере, о вновь состоявшемся. Это огромный пласт знакомств, потому что на фестивале приезжают все. То есть приезжают и кинокритики, и другие режиссеры более опытные, и актеры. То есть там идет такая коллаборация творческая, и, конечно же, молодым режиссерам обязательно нужно участвовать во всех фестивалях, какого-то определенного статуса. Если ты снял фильм и лег на печку, то дальше вот эта творческая история, она может прекратиться, вот этот поток энергии. А здесь на фестивалях всегда заряжаешься энергией, ты смотришь новые города, новые регионы России, в которых ты никогда бы не побывал, если бы ты не поехал на фестиваль. И, конечно же, это опыт общения, опыт перенимаемый от других более опытных кинематографистов.
Так что я всем советую. Это очень здорово участвовать в фестивалях. Спасибо вам большое. Надеемся, что и Республика Коми, возможно, станет основой для вашей еще одной киноленты. Было приятно пообщаться. Спасибо огромное. Я надеюсь, что в Республике Коми, так же, как и во многих регионах России, оценят этот фильм. И он вызовет такие чувственные и теплые эмоции у всех зрителей. И особенно, конечно, мне приятно, что это детский фильм, и у детей реакция, вот по моему опыту, как мы уже убедились, идет очень живая. Многие жители республики присоединились к проекту «Помню, горжусь», посвященному победе в Великой Отечественной войне. Наши земляки делятся историями о своих родных и близких, фронтовиках и тружениках тыла. Этот ролик нам прислал Богдан Парилов из села Выльгард Сыктывдинского района. Каждый год, 9 мая, мы всей семьей собираемся у дедушки дома, чтобы вспомнить нашего прадеда, Парилова Филиппа Павловича. Он был участником Советско-финской, а также Великой Отечественной войны, где получил 2 ранения. Был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды. Мой прадед сражался за победу, сражался за родную землю, чтобы мы, его сыновья, внуки и правнуки, жили в мире. Я помню. Я горжусь. Он был и остается единственным в истории человеком, обладавшим сразу 5 звездами героя, почетными орденами. Речь о Леониде Ильиче Брежневе. Участник Великой Отечественной войны. Долгие годы он стоял у руля СССР. Подробнее о его профессиональной и личной биографии вам могут рассказать в Национальной галерее Республики Коми. В ходе недавнего ремонта там был обнаружен бюст советского политика. Сегодняшнее наше произведение достаточно редко встречается со зрителем, а сегодня в связи с переездом из одного укромного места в другое мы решили его показать в нашей рубрике. Итак, чем же оно интересно? Во-первых, своими внушительными размерами, целый 1,20 м в высоту. Во-вторых, достаточно редко встречаются портреты Брежнева, несмотря на то, что он был первым лицом государства на протяжении целых 18 лет. И в-третьих, это портрет посмертный, созданный в 1983 году, что, согласитесь, достаточно интересно. Александр Рукавишников – это достаточно известный скульптор. Ему принадлежат памятники Льву Яшину в Москве и Муслиму Магомаеву тоже в Москве. Из последнего можно отметить памятник Лужкову на Новодевичьем кладбище. Весне радуются не только люди, но еще и коты. Главное, чтобы в череде солнечных дней рядом обязательно был готовый на дружеские беседы мурлыка. Можно, например, устроиться на подоконник и обсудить, как же быстро расцветает вокруг природа. Надеемся, наша программа вдохновила вас на оригинальные идеи. Студия 11 прощается с вами, но лишь до завтра. Увидимся в это же время. Пока-пока.